Арбаңыздар, урматтуу Стоп Беспредел медиа тармағының көрүүчүлөрү, сиздердин кызматта Кайрат Кенжебаев. Өзүңүздөр билсеңиздер, биз мындан бир жума мурун бул Али Юкселдин жерин Имарат Групп басып алганбы, Имарат Строй басып алганбы деген аталыштагы бир маек чыгарганбыз. Анда Али Юксел өзүнүн жактоочусу адвокаты менен бул иштер кандай болуп жатат, эмне себептен кимдер басып алганы боюнча бизге бир кенен-кесир жарым сааттык маек куруп берген болчу. Биз ал видеонун соңунда дагы Имарат Стройду дагы угууга даяр экенибизди билдиргенбиз, ачык айкын. Мына бүгүн ошол Имарат Стройдун юристтери, эксперт жана башка көз карандысыз эксперттер менен дагы ушул жаатта маек курууну чечтик. Бүгүн биз ушул Имарат Стройдун жоон угалы деп келдик. Аны эмесе ошо ким биз менен конокто тааныштырып кетсем, Магарам Чазымов бул холдинг Имарат Групптун башкы юристи, ошондой эле Меделев Тилек бул эксперт, көз карандысыз эксперт. Так, первый вопрос, Магарам Чазымов, это вам. Если помните, в видео было сказано, что Имарат Строй захватил земли, получать недвижимости именно Али Юкселя, да? Это так ли? Вы ли захватили рейдерским захватом, или это законным способом вы приобрели эту землю? Можете рассказать? Ну, это, во-первых, это абсолютная чушь. Хотелось бы, прежде чем мы перейдем к основным моментам, хотелось бы, так сказать, немного предыстории, да? С чего эти обстоятельства вообще возникли? Мы первоначально ОСО «Имарат Прогресс», так как я представляю интересы группы компаний «Имарат Групп», да, где, так сказать, две основные строительные компании «Имарат Прогресс» и «Имарат Строй». Мы, «Имарат Прогресс», первоначально являемся по отношению к Али Юкселю четвертыми собственниками, после него получается. Как это все произошло? Али Юксель теряет, так сказать, утрачивает на добровольной возмездной основе право собственности примерно где-то осень-зима 2020 года. Потом, как он сам говорит в своем видео, да, у него приобретает земельный участок Жармухамедов, Сухраб. Он берет кредит и... Ну, с их слов, да, как мы видим из видео, они говорят о том, что у них такая была сделка, о том, что Жармухамедов погашает кредит в РСК банке, да, так сказать, из-за него там погашает какие-то долги в управлении земельных ресурсов мэрии города Бишкек, соответственно. А потом Али Юксель сам добровольно передает ему право собственности. Ну, как он говорит, там, обманным путем и так далее. В эти уже подробности мы вдаваться не будем, соответственно. То есть переходит право собственности к Жармухамедову. После Жармухамедова становится собственником также по купле-продаже некое третье лицо, физическое лицо. После этого физического лица... То есть после Жармухамед Сухраб переходит на Рахымбаев Динара, да? Да. Вот потом Береке Билдинг, потом Прогресс и Имарат Строй, да? Потом Береке Билдинг приобретает у данной гражданки Рахымбаевой, о которой мы даже ничего не знаем, соответственно. И только после вот этих всех предшествующих сделок, соответственно, собственником становится Имарат Прогресс. И как это получается? В марте 2021 года Береке Билдинг, зная о том, что мы являемся смежными собственниками, да, соответственно, о том, что у нас находится там вся материально-техническая база рядом, они делают нам предложение. В ходе переговоров, так сказать, с нашим руководством приходят, так сказать, к соглашению по существенным условиям сделки. И 26 марта заключается предварительный договор. Вот предварительный договор заключается, по условиям которым ОСО «Имарат Прогресс» приобретает право собственности и в будущем обязуется с ОСО Береке Билдинг заключить основной договор. В будущем, хочу заострить ваше внимание. То есть до тех пор, пока не рассчитается, соответственно. В этом предварительном договоре мы отразили, соответственно, да, оплаты, сроки оплаты, соответственно. С Береке Билдинг, да? С Береке Билдинг, да. Оплата производилась, соответственно, на сделка была на возмездной основе. Расчеты производились как наличными, да, так и недвижимым имуществом, соответственно. И вот на протяжении порядка 9 месяцев мы постепенно производили с ними расчеты. На момент заключения предварительного договора никаких арестов не стояло, соответственно. Это 9 месяцев расчет? Да, вот мы заключили, получается, в марте сделку, 26 марта предварительный договор мы заключили, нотариально его заверили, прошли процедуру государственной регистрации в уполномоченном органе. И именно если бы мы
по факту регистрации в уполномоченном органе узнали бы о том, что там стоят какие-либо аресты, обременения, да, как они говорят и как они утверждают, соответственно, сделка бы не состоялась элементарно. Мы просто отказались от этой сделки, соответственно. Мы пришли, получили выписку, земельный участок был абсолютно чистый, юридически, никаких ограничений, обременений на нем не стояло. Мы зарегистрировали и, То есть соответственно, вообще ареста не было, да? не было никакого ареста. Потому что если были бы какие-то аресты, априори, согласно закону, госрегистр, да, уполномоченный орган, он бы нам просто элементарно отказал в регистрации. И мы бы не смогли физически его зарегистрировать. Все, после этого, соответственно, после регистрации предварительного договора мы начали... Да, конечно, можете ознакомиться. После регистрации предварительного договора мы, соответственно, начали производить расчеты. Расчеты производились до периода ноября 2021 года. В ноябре 2021 года, после произведения последних, так сказать, взаиморасчетов, мы с Особереки Билдинг 12 ноября, если быть точнее, заключаем основной договор о возмездной передаче приобретения. Как? Какой год? Это 2021 год. 21 год, Получается, между мартом 2026 года и ноябрем 2021 года проходит порядка 8 месяцев, соответственно. За этот период к нам не поступило ни одно письмо, никак ни от правоохранительных органов, ни от самого Али Юкселя о том, что там какие-то споры возникают. Понимаете, мы не знали о том, что между бывшими продавцами, с которыми мы даже вообще никаких контактов не имели, соответственно, ведутся какие-либо споры, соответственно. Ни Особереки Билдинг, по всей видимости, об этом не знала, и она нам не говорила, да, соответственно. Ни мы не знали. И нас, соответственно, ни та сторона не уведомляли. А Маграм, ваш головной офис находится рядом? Вы Да. являетесь соседями? Да. А вы знали, что он продавал эти земли? Нет, ранее... Могли вы зайти, спросить? Как? Или не было такой Изначально мы находимся там уже порядка давно, мы существуем с 96 года, да, и ранее, когда-то руководство предлагало, да, так как у нас имеется цель, расширение, да, соответственно, так как у нас находятся там производственные, да, цеха там, по производству металлоконструкций, мебели, стеклопакетов и так далее, от нас исходило такое предложение в адрес Али Юкселя. Это было давно. Но он бы как бы там по цене не сходили, соответственно, да, и там он отказывался, да, я не продаю. Соответственно, мы после этого какие-либо переговоры с ним уже, соответственно, долгое время не вели. И мы не знали о том, что он осуществляет какие-либо сделки, так как, соседями являемся, но каких-либо тесных связей у нас с ним не было, соответственно. Мы не видели, что там происходит. С момента, также хочу обозначить, с момента с марта, как мы заключили предварительный договор, на этот участок мы не приходили. Никаких либо действий мы на этом участке не осуществляли, так как мы еще не рассчитали за него. Соответственно, мы начали, так сказать, уже приходить на территорию участка только после заключения основного договора, после того, как мы рассчитались, соответственно, и право собственности к нам перешло. При заключении основного договора в ноябре месяце также никаких арестов не стояло. Если бы они стояли, мы бы также не смогли просто заключить договор, нам бы госрегистр соответствующий отказал в этой сделке. Мы заключили, право собственности к нам перешло. И получается, уже прошел Новый год, соответственно, в январе месяце, так как, уже земельный участок принадлежит нам, мы пришли, так сказать, лично я этим занимался, я пришел на земельный участок, так сказать, произвели осмотр земельного участка, и там, мы до этого видели, что там ведутся какие-то там работы, да, там станции техобслуживания, различные предприятия, да. Так сказать, после, беседы со всеми я понял, что эти люди, они арендаторы. Я им в устном порядке объявил о том, что в данный момент собственник сменился, и необходимо будет заключить, так сказать, договоры аренды. Договоры аренды, после чего люди сказали хорошо, и после этого мы предоставили арендаторам официально мы предоставили под роспись уведомление, где мы обозначили о том, что в связи с переменой собственника просим вас пройти по такому-то адресу, да, для заключения договоров аренды. Люди получили данное уведомление, но не приходили. Почему не приходили? Потом это выяснилось уже, о том, что, оказывается, Али Юксель, уже не будучи собственником на протяжении с начала 2021 года по январь 2022 года, незаконно с них взимал арендную плату.
Он же, получается, в январе... То есть аренду он же, дал, он же с конца 2020 года потерял право собственности, да, то есть самовольно произвел отчуждение в пользу Жар-Мухамедова Сухраба. Но продолжал взимать арендную плату с людей, а там порядка, немаленькая сумма, порядка от 3 до 5 тысяч долларов, если все совокупно. Каждый месяц. Да, ежемесячно, ежемесячно. А арендаторам он говорил, что это все ерунда, что мы не являемся собственниками, что он до сих пор собственники. Но однако потом, со слов некоторых арендаторов, он, когда они просили, ну покажи, подтверди, что ты до сих пор собственник, правоустанавливающие какие-либо, либо правоудостоверяющие документы на земельный участок, он не предъявлял. Не предъявлял, только после этого, дабы, так как там находится определенное имущество, как арендаторов, да, и так далее, мы, так сказать, заключили договор со службой охраны МВД, дабы вести контроль, соответственно. И уже установили сотрудника милиции, который уже контролировал пропуск и выход как машин, так и граждан, да, которые заходят, выходят, соответственно. После того, как арендаторы начали приходить и заключать с нами договора, вот этот весь сыр-бор с его стороны начался. Мы его, так сказать, начали лишать лакомого пирога, да, которого он ежемесячно получал, да, определенные доходы в свою пользу. Мы поставили своего, ну, так сказать, охрана была установлена. Мы поставили свой замок, соответственно, на проходной. Тот первое видео насчет этого было, да? Да, и также хочу отметить, что вот это видео, которое выложено было на странице Facebook 12 марта, оно было сделано в январе, именно тогда, когда это все и происходило. И тогда были некоторые арендаторы, которые были так бы в смятении, да? Они не знали, кому еще верить, получается. С одной стороны, Али Юксель, который там, ну, мы согласны, он был там давно, люди как бы его видели, да? С другой стороны, мы. И поэтому, из-за того, что он им предоставлял недостоверную информацию, они были в смятении, поэтому они там и стояли. Но потом, после разъяснительной беседы, после того, как мы им показали все правоудостоверяющие, правоустанавливающие документы, все сомнения рассыпались. И мы со всеми заключили в данный момент, со всеми арендаторами заключены договора на тех же условиях, и они спокойно работают. Ихние, так сказать, слова о том, что каким-либо там принудительным, да, методом мы там заставили, вынудили арендаторов, не соответствует действительности. Это просто их как бы дешевый трюк, да, чтобы завести общественное заблуждение, да, так сказать, настроить против нас и так далее, а также так, довести до правоохранительных органов, да, несоответствующую действительности информацию. После этого видео, более того, я хочу отметить о том, что на данной территории находится административное здание. Нами потом было выяснено о том, что сам Али Юксель со своей супругой, которая по совместительству является его бухгалтером, гражданка Бейшенова, они проживают там, они незаконно, в нарушении жилищного кодекса, да, помещение непригодное для жилья, соответственно, они его перепрофилировали и они там проживали. После того, как мы, руководствуясь, да, земельным законодательством, дабы не допустить нарушения прав и интересов собственника земельного участка, да, мы имели полное право на нем хозяйствовать. Мы просто ему преградили, не то чтобы преградили, мы ему в добровольном порядке сказали, что необходимо освободить данное помещение, что вы не являетесь собственником уже на протяжении долгого времени. Он сказал: хорошо, дайте мне месяц. Хорошо, мы ему дали месяц, соответственно, вот с января. Это когда дали? Это 22 вот год, январь месяц, да? Да, с конца января, получается, ну, практически до марта месяца мы ему дали срок. Мы ему дали срок, сказали: хорошо, мы даем вам месяц, чтобы вы перевезли вещи, давайте будем составлять акты приема передачи, соответствующие какое-то имущество, опись, соответственно. Проходит месяц, мы, как положено, в уведомительном порядке направляем... Вот эти документы есть у вас? Да, вот имеется уведомление, где мы направляем вот гражданке Бейшеновой, так как она там фигурирует, как собственник земельного участка, мы направляем ей уведомление о том, что вот срок прошел, просим вас в добровольном порядке освободить помещение, вы, так как вы не являетесь собственниками. Она, в свою очередь, нам о том пишет, вот после чего мы узнаем. Она нам отвечает о том, что она оттуда не выедет, о том, что возбуждено уголовное дело, соответственно, да, какие-то ограничения, аресты наложены и так далее. Потом, а вы были в курсе насчет уголовных дел? Уголовных дел мы потом уже, вот когда это весь сыр-бор начался. Потом узнали? Да, потом мы уже, когда они начали писать на нас заявление о якобы рейдерском захвате, мы прошли к следователю, провели беседу, соответственно, и мы узнали о том, что там какие-то дела возбуждались по ее заявлению, соответственно, по заявлению его супруги Али Юкселя, но они прекращались, и прекращались там неоднократно.
за отсутствием там состава преступления, там более 3 либо 4 раз они прекращали, соответственно. Мы об этом узнали только вот буквально зимой 2022 года, соответственно. Более того, мы узнали в феврале, в марте точнее, мы узнаем в марте, чисто случайно, я узнаю в марте о том, что в настоящий момент наложен арест на данный земельный участок. Нарушение Уголовно-процессуального кодекса. Да? Можете разъяснить в этот момент? Да, получается, вот в январе, когда вот этот весь сыр-бор начался, соответственно, они повторно написали заявление, они написали там в прокуратуру и так далее о том, чтобы уголовное дело в отношении Жар-Мухамедова возобновили, соответственно. Там я не знаю подробностей, так как не являюсь участником. Они возбудили уголовное дело, и по ходатайству следователя, следственному судьей Свердловского района, был наложен арест. Нарушение уголовно-процессуального законодательства, я хочу отметить. Так как мы являемся собственниками, нас при рассмотрении судьей о наложении ареста мы должны были в надлежащем порядке уведомлены, так как затрагиваются наши интересы и права. Соответственно, никакого уведомления нам не приходило. Никто нам копию постановления не направлял, соответственно. Это чисто случайно, будучи в госрегистре, взяв выписку с госрегистра, я узнаю о том, что наложен арест. Мы в соответствующем порядке обжаловали данное постановление следственного судьи. Так как, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, срок дается на обжалование 5 дней, мы восстановили срок пропущенной давности из-за того, что следователям, судьей были нарушены процессуальные моменты по порядку извещения, так сказать, и нашего участия. И вот можете ознакомиться, постановление нами был восстановлен срок пропущенной давности. И в данный момент мы ожидаем рассмотрения именно в Бишкекском городском суде нашей апелляционной жалобы о снятии с ареста данного земельного участка. Почему мы это требуем? Я объясню. Потому что мы никакого отношения ни к Жар-Мухамедову Сухрабу, ни к самому Али Юкселю не имеем. Никакие правоотношения нас с ними не связывают, так как мы приобретали данный земельный участок на возмездной основе совсем у другого юридического лица. Ни у Али Юкселя, ни у Жар-Мухамедова Сухраба, соответственно. И Марат Строй никакие отношения с Жар-Мухамедом Сухрабом не имеет? Никаких абсолютно. Никаких абсолютно. То, что говорится в их видео, это только их как бы домыслы, да, которые там у них фантазии, да, крутятся в голове, соответственно. Никакой связи у нас ни с Жар-Мухамедовым, ни с кем-либо другим нет. Это только коммерческий вопрос. У нас был, так сказать, с Особереки билдинг. Они предложили, мы купили, соответственно. Какие вопросы? Мы расплатились полностью. У нас никаких каких-либо обязательств там, перед Особереки билдинг, либо перед Али Юкселем, либо Жар-Мухамедовым никаких нету. Это все не соответствует действительности, понимаете? И мы после первого видео мы даже не хотели на это реагировать, так как мы являемся добросовестными приобретателями. Мы купили все на возмездной, так сказать, на возмездной сделке. Все, так сказать, честным образом, все как положено зарегистрировали. Никаких арестов не было. Это то, что, как они утверждают, там, нарушение с госрегистра. Если, как они утверждают, нарушения были с госрегистра, тогда почему не привлекают сотрудников госрегистра к ответственности? Значит, состава у людей нету, понимаете? Это просто легко говорить, что там виновато правосудие, да, виноваты определенные должностные лица. Вот таким вот образом. Более того, получается, если человек взимает с людей арендную плату на протяжении уже более года, хотя не является собственником, кто тогда получается аферистом и мошенником, да? Какое он имел право с людей взимать арендную плату? Он должен был просто людям тогда в таком случае сказать: я утратил право собственности. Да, если он так считает, что там незаконно, либо как-либо, ну, каким-либо другим способом, докажи это в суде, принеси решение суда и восстанови свои права. И только после вступления в законную силу решения суда ты имеешь право что-либо требовать, соответственно. Понимаете? Вот здесь вот такой вопрос. Это просто их домыслы, да? Голословно. Это, все их слова говорятся голословно, дабы, так сказать, ударить по нашей деловой репутации, зная, что мы, да, группа компаний Марат Групп на рынке уже с 96-го года, да, ни разу, так сказать, не фигурировали, да, ни в каких-то там грязных делах, да, в каких-то коррупционных делах, которые дорожат, да, своей деловой репутацией, так как у нас очень, так сказать, очень хорошая репутация, незапятнанная репутация, да, сколько мы построили качественных объектов, соответственно, да. И вот они в данный момент просто вот таким вот образом хотят нас, так сказать, окунуть, да, в грязь своими вот этими, так сказать. Магарам Рашидович, если не секрет, за какую сумму вы приобрели земельный участок? Ну, сумма приличная.
конкретно, так сказать, как это является коммерческим вопросом, да, я не Прилично. могу ее озвучить, да. О Но- долларах говорим, да? Да, мы говорим о большой сумме денег, о большом имуществе, которое было передано. Имущество было, Можно предположить, больше миллиона, да? ну, Около этого, да? около, да, как говорится. И помимо наличных денежных средств, я уже ранее говорил, да, мы передали именно недвижимым имуществом, так как мы строим собственные объекты, да, так сказать, жилого назначения, мы, так сказать, с Береке Билдинг договорились, что взаиморасчеты будут, так сказать, смешаны, да, как недвижимостью, так и наличными средствами. Это все есть, это мы готовы предоставить, но нас не привлекают. Нас не привлекают, потому что все знают, и правоохранительные органы знают, да, и Али Юксель сам это знает прекрасно, о том, что мы являемся добросовестными приобретателями. Если он, как он утверждает, считает, что он с его владения незаконно это имущество выбыло, да, он должен в соответствии с законодательством, в соответствии с гражданским уголовным законодательством доказать это, доказать в суде, не доказывать это, так сказать, в средствах массовой информации, да, обратиться с соответствующими заявлениями в суд, соответственно, да, чтобы уголовное дело, там, разбирательство закончилось и там следствие установило, что действительно имеется факт преступления какого-то совершенного там, и так далее. И если суд установит, что действительно, так сказать, присутствуют признаки какого-то преступления и вина будет доказана, все, по основанию решения суда, все приведется в первоначальное положение. Это прописано в законодательстве, соответственно. И там уже будут разбираться по-другому, как говорится, да? Будут уже другие разбирательства. Каждый будет требовать то, что отдал. И мы, соответственно, будем требовать то, что мы отдали. Понимаете? Но просто утверждать о том, что мы какие-то там бандиты, рейдеры, это просто провокация, да, и это нарушает, так сказать, унижает нашу честь и достоинство, и деловую репутацию. И мы, соответственно, будем подавать, обращаться в соответствующие органы для защиты своей деловой репутации. Так не пойдет, потому что, извините меня, данный земельный участок это 77 соток. Да? Мы не та компания, да, там, однодневка, да, так сказать, которая там не дорожит своей репутацией, да, которая моралась бы из-за этого участка, да, каким-либо образом там принудительно принуждала его там выселиться и так далее. Это все делалось письменно, у нас имеются все письменные доказательства, да, уведомления, которые мы направлялись. Мы действуем в рамках закона, в рамках правового поля, которое нас наделяет законодательство. И за эти рамки, в отличие от них, мы не выходим. Это они, в отличие от нас, как говорится, давят. Вне закона действуют. Они вне закона, я считаю, действуют, потому что они публично подталкивают, да, как судебные органы, правоохранительные органы, да, к необъективности, потому что они начинают давить, они начинают распространять недостоверную информацию, да, оказывая воздействие путем того, что вот сейчас публичность осудит нас, да, и правоохранительные органы возьмутся, там, начнут как-то... Это уже не объективность, это уже оказание воздействия на органы следствия, соответственно, я считаю. Это уже нарушение с их стороны законодательства. Это раз. Во-вторых, как я уже сказал, незаконно снимать арендную плату, это разве добросовестно с его стороны? С людей. Люди зарабатывают, а он, не будучи собственником, да? Мы, даже и то, будучи собственниками, более длительное время даже не обращались туда, не приходили на этот земельный участок. Понимаете, а он путем угроз и так далее. О том, что они говорят, что мы там якобы взломали КПП, да, это охрану. Во-первых, это КПП находится на нашем земельном участке. На нашем земельном участке. Во-вторых, имеется соответствующая Когда опись. скрывали акт, составляли, да? Конечно, конечно. Имеется акт. Вот он буквально акт. Я его лично составлял в присутствии свидетелей, сотрудников милиции. Вот можете ознакомиться, да? Где был составлена опись всего имущества, которое там находится. Было опечатано, соответственно, да? Ни одна даже ручка там, либо там стульчик какой-то оттуда. Он просто не мог пропасть физически, понимаете? Мы это предоставили органам МВД. Предоставили это правоохранительным органам, чтобы они это изучили, соответственно. Поэтому, как говорится, то, что было сказано ими, ни одно слово, оно просто не соответствует действительности, да. Просто люди нас, как бы говорится, оплювали, да, хотели нас топтать в грязь, дабы, так сказать, себе очки заработать, да. Либо там, сказать, может, так сказать, дороже выставить свои какие-то земельные участки и так далее, там, набить себе цену, да, именно в этом роде. Поэтому... Теперь давайте вопрос зададим Тилеки Меделичу, да? Как эксперта. Насчет этих документов, купли-продажи, договоров, что можете рассказать? Как независимый эксперт, пожалуйста. Так, относительно договоров, которые были заключены между сторонами, можно сказать следующее, вот, относительно предварительного договора. Между
ОСО «Береки», «Билдинги» и «Марат Прогресс» 26 марта 2021 года заключается предварительный договор, где говорится, что они в будущем до 15 мая заключают основной договор и прописывают условия основной сделки. То есть к какой стороне, какое имущество перейдет, насколько оценена стоимость земельного участка между сторонами. Здесь сторона, получается, оценивает и говорят, вот часть стоимости данного земельного участка будет произведено наличными денежными средствами, часть земельного участка будет в счет оплаты переданы определенные квартиры, нежилые помещения и так далее. Ну, путем взаиморасчетов на возмездной основе. Далее, при заключении данного договора здесь говорится, что объект не заложен, не состоит под обременением, как прямых, так и косвенных споров на данный земельный участок не имеется. То есть это все проверяет нотариус, который удостоверяет сделку, да? В данном случае это нотариус Свердловского нотариального округа города Бишкек. Да. То есть нотариусы, они в соответствии с инструкцией о порядке совершения действий, там четко прописаны их действия, что они должны проверять. Это в первую очередь обременение и аресты, если таковые имеются. То есть здесь видно, что таковых арестов, да, ограничений Конечно. не имеется при заключении. Это в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Все сделки, связанные с недвижимым имуществом, должны быть зарегистрированы в госрегистре, что и было сделано между сторонами. И госрегистр, так как не было препятствий для регистрации, он зарегистрировал, соответственно, вступил в законную силу. Позже закрепление намерений в будущем заключить данную сделку между сторонами заключается основной договор, это 12 ноября 2021 года. Договор о возмездной передаче и приобретении недвижимого имущества. Здесь четко прописывает нотариус стороны те сделки, которые были между сторонами в рамках предварительного договора. То есть какое имущество, по какому соглашению было передано в счет исполнения данного договора сторонам. По исполнению заключенного предварительного договора, а также принимая во внимание, и здесь указывает четко вот соглашение от 14 апреля и так далее, другие соглашения. И по каждому соглашению, какое имущество и в каком объеме было передано сторонам. Ну, то есть в данном случае это собственнику земельного участка, да, они исполняют свои обязательства. Так, сторона... То есть любой покупатель так поступает, правильно? Да, да, это возмездная сделка, это... Если любой человек, например, купил дом или участок, он должен также поступить, да, пойти, Конечно. проверить все. Это стандартная практика при То есть заключении всех стандартная сделок с процедура, да, недвижимостью. которая- Да, Это стандартная процедура, это требования законодательства, во-первых, это требования инструкции о порядке совершения нотариальных действий. Нотариус при заключении сделки, он должен удостовериться все. Вот за все, что было здесь прописано, нотариус отвечает перед, во-первых, Министерством юстиции, а в случае неправильной, необоснованной составления и удостоверения сделки, они будут отвечать уже перед правоохранительным органом и судом. Поэтому в данном случае можно сказать, что сделка в полном объеме соответствует тем требованиям законодательства, которое предусмотрено в Кыргызской Республике. Здесь также оценили сторону, также стоимость земельного участка. Существенные условия договора соблюдены. Существенные условия — это предмет, стоимость и сроки его исполнения. Да? В данном случае также вот есть необходимые условия, ответственность между сторонами. И говорится, что объект принадлежит стороне 1 на праве собственности на основании договора купли-продажи, государственного акта о праве частной собственности. То есть здесь нотариус указывает права, устанавливающий, удостоверяющий документ, что к моменту заключения договора он не заложен, не состоит под обременением в пользу третьих лиц. То есть при подписании данного договора споров никаких со стороны правоохранительных судебных органов тоже не имелось. Конечно, о чем речь идет? Допустим, хорошо, даже если стоит какой-либо арест на земельном участке, да, ну, в данный момент, да, как мы говорим, но каких-либо запретительных действий со стороны судебных органов в отношении нас, действующих в настоящее время собственников, да, не было принято, да. Соответственно, есть определенные обеспечительные меры, соответственно, да, запретить, допустим, да,
осуществлять какое-либо там владение, пользование, да, либо распоряжение земельным участком. В настоящий момент, то, о чем я говорил, в настоящий момент стоит арест только на распоряжение этим земельным участком, то есть на дальнейшее его отчуждение, да, переход права собственности к другим лицам. Но право пользоваться и владеть нам никто не ограничивал, понимаете? И говорить о том, что мы сейчас в данный момент на данном земельном участке ведем какую-то незаконную деятельность, это сверхнаглость, понимаете? Это он ведет там незаконную деятельность в настоящий момент. Он живет там в настоящий момент незаконно, понимаете? Это можно сказать, что у меня поселится человек без определенного места жительства, я должен буду сидеть и ждать, понимаете? И упрашивать, умолять его уйти. А сейчас в данный момент так и происходит. Мы его умоляем, чтобы он освободил данный земельный участок. Мы ему говорим: освободи, если ты принесешь и докажешь в суде, да, в соответствии с законом, что ты потерял это право собственности каким-либо образом, незаконным способом, да, и суд решит тебе вернуть этот земельный участок, да, как ты считаешь, что маловероятно, что очень маловероятно, да, как он думает. А Магомед Рашидович, были ли какие-нибудь, вы сели за стол переговоров, договориться как-то Да. с ними? Да, были такие? Да, мы разговаривали, наше руководство, точнее, вело переговоры, да, человек, так сказать, сам пришел, сказал, так сказать, объяснил, ему было дано время определенное, да, ему, так сказать, предложили о том, что если есть у вас какое-либо желание там заключить сделку по отчуждению других, ну, своих оставшихся земельных участков, на которыми он пользуется на праве временного владения, да, по зеленой книге, соответственно, то мы готовы рассмотреть, как говорится, предложение исходит от вас, вы продавец, соответственно. И дали ему срок соответствующий, о чем я говорил, месячный срок, дабы освободить данное помещение со всеми вещами, да, принадлежащими ему. Он как бы вроде бы согласился, проходит время, март месяц наступает, никаких соответствующих движений, так сказать, от него не исходит. Ни конкретного внятного предложения, ни освобождения, так сказать, данного административного здания. После чего мы ему не каким-либо принудительным образом, да, просто направили письменное уведомление, на которое вот они нам ответили о том, что они выселяться оттуда не собираются, соответственно, что мы являемся какими-либо там незаконными собственниками, понимаете? Это вот человек просто не понимает о том, что он действительно утратил это право собственности, да, и о том, что, по крайней мере, пока он не докажет обратное, он не имеет права там в настоящий момент оставаться, да, и он обязан просто выйти. И мы это докажем, мы это через судебные органы, мы сейчас все подготовили, уже сдаются в инстанции. В данный момент мы работали в рамках досудебного урегулирования спора. Никакого принуждения, выселения, да, рейдерского захвата, это все ложь, этого не было. У нас есть вот письменные все объяснения, доказательства, уведомления, да, что мы работали только в рамках правового поля, и за него мы не выходили, соответственно. Мы, так сказать, соблюдали досудебное урегулирование спора, после чего, соответственно, мы имеем полное право уже обратиться в судебные органы для его выселения оттуда. Поэтому их видео, да, это является ложью, чистой ложью. Хочу отметить о том, что первое видео было выложено именно после того, как они получили уведомление о выселении добровольно, понимаете? Именно вот, как бы сказать вам, со злорадства, да, так сказать, нанести нам какой-то вред деловой репутации, да, вот они именно вот это видео и выложили соответствующее. И давайте закрутим нашу беседу. И вопрос, Магарам, вам, Рашидович. Ваши дальнейшие действия. Как в суд подавать его будете? Наши да, дальнейшие действия, это, во-первых, мы сейчас, как я уже ранее говорил, в апелляционном порядке будем доказывать о том, чтобы сняли арест земельного участка, так как мы являемся добросовестными приобретателями. И если есть там какая-то вина предыдущего продавца, то пусть изыскивают, так сказать, следственные органы его другое имущество и накладывают на него арест, соответственно. Это раз. Во-вторых, мы сейчас в данный момент инициируем исковое заявление по защите, так сказать, деловой репутации, да, то, что было нарушено Алиюкселем, да, путем выкладывания недостоверной информации, да, в социальные сети. Это два. И во-вторых, и в-третьих, мы инициируем исковое заявление о выселении Алиюкселя с его супругой, гражданкой Бещеновой, из административного здания, в котором они в настоящий момент проживают незаконно, и которое они незаконно перепрофилировали, так сказать, самовольно, да, без соответствующих архитектурных решений, да, и соответствующих уполномоченных органов. Они его перепрофилировали в жилое помещение, и в данный момент они там комфортно проживают себе, ни о чем не думая, как говорится, да, не думая о том, что они там проживают незаконно, что оно негодно для проживания, соответственно. В данный момент с арендаторами вопросы все решили, арендаторы, так сказать, с нами все работают. Да, в нормальном порядке, можете буквально даже проехаться, провести опрос, они работают там, нормально работают, также все функционирует, соответственно, в нормальном режиме.
Понимаете? В данный момент вот мы все это сейчас готовим. Мы соблюли досудебный порядок, имеются уведомления соответствующие, их ответы. И руководствуясь соответствующими документами, мы уже в соответствии с законодательством будем обращаться в суд. В судебном порядке никакого рейдерства, никакого там бандитизма, как они говорят. Это у них, наверное, там все фантазии, понимаете? Это они так хотят преподнести, так сказать, что... Так, в заключение тоже хотел бы сказать относительно защиты защитного механизма «Имарастрой». На сегодняшний день, как мы видим, постановлением Следственного судьи Свердловского района города Бишкек восстановили «Имарастрой» сроки обжалования в апелляционном порядке постановления Следственного судьи о наложении ареста, так как у них на сегодняшний день здесь приводят доводы представителей «Имарастрой» о том, что им не было известно о том, что Следственный судья наложил арест, узнали только тогда, когда вы получили выпуск из госрегистра. И на основании этого восстановили сроки, уже также приводят здесь в апелляционной жалобе свои доводы. Это будет рассмотрено вышестоящим судом в апелляционном порядке. Ну, на сегодняшний день, как я уже сказал выше, они, как добросовестные приобретатели, защищают свои права в рамках правового поля. То есть они должны доказать, что они добросовестные приобретатели и не имеют отношения никаким образом к предыдущим сделкам, которые были между сторонами, и где между сторонами возникает спор. Я бы также хотел просто добавить, да, что, конечно, у нас, так сказать, о государственных органах, да, сложилось такое впечатление, да, у людей, в общественности, да, о том, что все там якобы подкупные и так далее, да. И вот о том, что Али Юксель, да, они сами говорят о том, что уголовное дело прекращалось там более 3 или 4 раз, да. Но это же о чем-то говорит, ну, допустим даже, да, допустим, там имела место быть коррупция, да, в первый раз, да, дело было закрыто. Допустим, даже второй раз. Но не могло же дело прекращаться 3-й и 4-й раз. Понимаете? Ну, я думаю, органы следствия не настолько глупы, да, чтобы, да, поддаваться каким-то там, так сказать, удовлетворением, да, как материального характера, да, могли просто закрыть глаза на явные факты, да, нарушения закона, на преступления, да, и брать, закрывать, вот просто, как говорится, закрывать эти слова. Именно поэтому Али Юксель не хочет признать свою неправоту и вот добивается путем с общественной стороны, чтобы оказать давление на правосудие, чтобы они уже предвзято отнеслись к этому, так сказать, уголовному делу, да, досудебная сейчас, так сказать, доследственная проверка идет соответствующая, и вынести незаконное решение. Вот на этом все, в принципе. Спасибо, наши уважаемые гости. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз бул иштин алкагында Имарастройдун өкүлдөрүнүн ойлорун келтирген далилдерин уктук. Эми ушул соттук процесстер кандай жүрөт, ошол жагына эле көз салып турмакчыбыз. Албетте тараза ташы каяка койт, бул мыйзамдын жана соттун колунда деп айтмакчыбыз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кийинки өрүдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.